В прямом эфире чеченские вести. Я Рамзан Абоев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится вторник, 28 июля. Дефицит которого нет. Слухи распространяются быстро, но еще быстрее их опровергают факты. Развеем слухи о нехватке продовольствия в республике. Инженеры нового поколения. Взаимодействие между образовательными учреждениями, бизнесом и государством зависит кадровый потенциал региона на ближайшие годы. Подготовку технических кадров СКФО обсудили на круглом столе в Грозном. Знание во имя веры. Столичная медресе Ас-Солихин выпустила 50 муталимов. Бытие определяет сознание или сознание определяет бытие? Философский вопрос вечный, как и природа слухов. На днях в чеченском сегменте интернета появились вбросы о якобы надвигающемся дефиците продовольствия и товаров первой необходимости. Но факты говорят об обратном. Полки магазинов полны, предприятия работают в штатном режиме, а уборка урожая идет по плану. Сбор зерновых в этом году обещает превысить 500 тысяч тонн. Кому выгодны эти фейки и что происходит на самом деле, разбиралась Мадина Кураева. Пустые полки, дефицит продуктов и даже голод. Именно такие сообщения в последнее время начали распространяться в социальных сетях и мессенджерах. Они быстро вызвали беспокойство у жителей республики. Но что происходит на самом деле? Чтобы разобраться, наша съемочная группа отправилась туда, где начинается путь главного продукта на каждом столе. Здесь не обсуждают слухи, здесь работают. Мукомольное производство не останавливается ни на час. Зерно поступает, мука фасуется, готовая продукция ежедневно отправляется в магазины республики. Производственный цикл идет без изменений. Урожай только начался, уборка, как говорится, урожая. Пока мы закупили до 3000 тонн. Еще идут образцы, привозят нам, так что, по-моему, на полях еще пшеница есть. Так что говорить о том, что именно настанет нехватка продукции, я не считаю, потому что в нашей республике есть еще производственные корпуса, есть производственные заводы маленькие по сравнению с нами. Мы крупнее имеем производительные мощности, но тем не менее пшеница, по-моему, пока и поступает со всего региона. В Чеченской республике, по крайней мере, нам хватает. По словам специалистов, мощности предприятия позволяют полностью выполнять существующие заявки. Более того, необходимые запасы сырья сформированы заранее, поэтому разговоры о дефиците здесь называют беспочвенными. Пропускная способность элеватора в сутки до 1200 тонн. Мощность загрузки в сумме нашего комплекса это 80 тысяч тонн зерна мы можем принять. Но с учетом мировых, я думаю, в этом году мы на 50% заполним наши склады хранения. Мы храним и перерабатываем не только свое зерно, но и тех производителей, которые изъявляют желание сохранить свое зерно на более поздний срок. То есть на сегодняшний день более 9000 тонн зерна у нас уже лежит на хранении. Из них половина это сторонние организации, которые по договору аренды положили свое зерно на хранение и переработку. Спокойная ситуация сохраняется и в сельском хозяйстве. На полях продолжается уборочная кампания. Идет заготовка урожая, аграрии работают по утвержденному графику. В министерстве подчеркивают, продовольственная безопасность республики остается на высоком уровне. В этом году объем производства зерна прогнозируется на уровне 500 тысяч тонн зерна в зачетном весе. Наши сельхозтоваропроизводители не испытывают никаких либо проблем с дефицитом как сельхозтехники, так и горюче-смазочными ресурсами. Сейчас на проведение уборочной кампании у нас задействовано более 600 единиц зерноуборочных комбайнов. По топливу тоже у нас дефицита нет. Сельхозтоваропроизводитель обеспечен всеми необходимыми материально-техническими ресурсами. По овощеводству хочу отметить, что благодаря нашим современным тепличным комплексам
Ежегодно объем производства овощной продукции у нас увеличивается. Площадь тепличных хозяйств у нас в регионе составляет более 500 гектаров. Из них 100 гектаров являются высокотехнологичными. Благодаря их работе население нашей республики обеспечено свежей, экологически чистой овощной продукцией. Объем производства в этом году у нас прогнозируется по овощам в защищенном грунте более 55 тысяч тонн овощей. Кроме собственного производства, бесперебойно работают поставки из других регионов страны. Логистические маршруты не нарушены, а ситуация ежедневно находится под контролем. Продукция наша, это сельхозтоваропроизводители, систематически поступает на наши различные рынки, магазины. А у нас в республике также есть большие молочнотоварные фермы, это как «Лидер», «Рассвет», «Стандарт», а также КФХ «Жейна», крупный, который именно занимается мясо-молочной продукцией. В республике во всех категориях хозяйств насчитывается крупного рогатого скота у нас 268 тысяч голов, мелкорогатого скота 308 тысяч. Полки заполнены товарами, ассортимент остается привычным, а покупатели спокойно выбирают необходимые продукты. Это один из крупных магазинов в республике. Хлеб, мука, крупы, сахар, молочная продукция, овощи и мясо. Все представлено в обычном объеме. Товар поступает своевременно. Из соседних республик мы тоже фурами закупаемся. Не знаю, из-за чего эта вся паника, но на данный момент весь товар есть в доступности. В основном мы закупаемся в Краснодаре, сахар оттуда возим. Никаких проблем нету. Я не знаю, из-за чего эта вся паника в республике, но все, что необходимо, есть в наличии. Каждый день 2-3 фуры сюда товар привозят. И, естественно, мы этот товар всем продаем и оптовикам, и частникам. Такая же ситуация и на республиканском торговом рынке «Беркат». Представители магазинов отмечают, что графики поставок не изменились. Склады регулярно пополняются, а повышение спроса не влияет на наличие товаров. Badra ietsuma mayu yeze mayat khadnesan qit'a maydaz وبتشا دال على شوالي نص متر يعني يقدر تغير جال لبوا حتى قطعة ما حاج دال غير تنويت أنا شو عملت الغريات هلا يرمز موكش مش ماله وين شو عملت الغريات إيه درقص لبوا هم حاجبوا تركيا عجبوا شايلهم يتيات حلو يقصق يسويتن اشتحدوا دكتور شايلهم موقع. К жителям республики обратился и глава региона Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что распространяемая информация о якобы надвигающемся голоде не имеет ничего общего с действительностью. Республика полностью обеспечена продовольствием, а предприятия, сельхозпроизводители и торговые сети работают в обычном режиме. Слухи распространяются быстро, но еще быстрее их опровергают факты. Сегодня мы увидели своими глазами. Работают предприятия, продолжается уборка урожая, магазины заполнены товарами, а поставки идут по графику. Поэтому специалисты призывают доверять только официальной информации и не поддаваться панике. Мадина Кураева, Саидамин Мусаев, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. Подготовку инженерных кадров, изменения в требованиях рынка труда и развитие системы технического образования обсудили на круглом столе в Грозненском нефтяном университете. Среди спикеров представители государственных органов, вузов, СКФО и крупных работодателей. Организатор – региональный центр информационного агентства ТАСС. О том, какими навыками должны обладать инженеры нового поколения, в репортаже Дани Хамидова. Представители органов власти, вузов и крупнейших предприятий округа обсудили вопросы развития инженерного образования и перспективы технических специальностей. Я считаю, что вопросы, обозначаемые сегодня, они в целом для государства очень актуальны, потому что президент Российской Федерации ставит четкие задачи технологического лидерства нашего государства. Но отдельно отмечу, что для регионов Северо-Кавказского федерального округа эта тематика, она, наверное, чуть более ярко выражена, чем в других регионах Российской Федерации. Одной из главных тем встречи стала нехватка специалистов инженерного профиля. Участники отметили, что сегодня экономика региона нуждается в квалифицированных кадрах, а повышение престижа технических профессий остается одной из ключевых задач образовательной политики. У нас в Чеченской Республике мы ставим амбициозные задачи по развитию промышленности, а промышленность без инженерных кадров, вы знаете, она
априори не может как бы развиваться. Поэтому наш руководство республики ставит задачу развивать промышленный блок. И новый министр, который сегодня присутствовал на мероприятии, пока еще исполняющий обязанности, Ильяс Масаев, он тоже обозначил, что амбициозные задачи поставлены. Эти задачи, безусловно, требуют инженерных кадров, потому что проекты, где есть какие-то технологические переделы, там нужны специалисты с глубокой отраслевой подготовкой. Особое внимание уделили работе с абитуриентами. По данным, озвученным в ходе встречи, более 70% выпускников колледжей подали документы в Грузинский государственный нефтяной технический университет. Кроме того, в ВУЗе развивается направление программная инженерия, в рамках которого открывается новый профиль прикладной анализ данных и машинное обучение. Подготовка квалифицированных специалистов сегодня остается одним из ключевых условий развития экономики. Именно от того, насколько эффективно выстроено взаимодействие между образовательными учреждениями, бизнесом и государством, зависит кадровый потенциал региона на ближайшие годы. Отдельно участники круглого стола обсудили проблему оттока талантливой молодежи за пределы округа. По мнению экспертов, удержать перспективных студентов помогут новые образовательные программы, меры поддержки молодых специалистов и создание достойных условий для работы в регионе. Наше руководство в лице нашего лидера, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, ставит задачу все-таки талантливых ребят удерживать в регионе, увлекать их в региональные процессы, в региональные сектора экономики. Поэтому мы эту задачу четко продвигаем, решаем. И есть ряд мероприятий, в рамках которых мы не просто их удерживаем, мы берем их непосредственно в контур, в свой личный контур, в том числе и для руководства, наблюдаем за этим ребятам, предлагаем им различные там плюшки, например, для таких талантливых ребят, краснодипломников, продолжение учебы в магистратуре. Серьезный кадровый дефицит сегодня испытывают и крупнейшие предприятия СКФО. В частности, представители энергетической отрасли отмечают растущую потребность в молодых специалистах, способных работать в условиях современной цифровой инфраструктуры и быстро адаптироваться к новым технологическим вызовам. Вот те специалисты, которые приходят к нам, ребята, это молодые, в том числе инженеры, они очень быстро взрослеют в профессии, взрослеют, потому что берут на себя огромную ответственность. Потому что любая экономика любого региона, вы знаете, без электроэнергии нет развития. Поэтому нам нужно с опережающими темпами сегодня и строить новые объекты, модернизировать, реконструировать, оказывать качественную услугу всем потребителям республики, Чеченской республики, и республикам Северного Кавказа. И здесь, конечно же, от специалистов зависит очень много. Участники представили динамику приема студентов, обсудили востребованность выпускников и обозначили приоритетные направления развития. Сегодня очевидно одно: будущее экономики Северного Кавказа напрямую зависит от молодых специалистов, которые выбирают инженерные профессии и готовы строить свое будущее в родном регионе. Дани Хамидов, Адлан Хусаинов, Бикхан Ибиев, Вести, Чеченская республика. Отделение Социального фонда России по Чеченской Республике с 1 августа проведет беззаявительный перерасчет пенсии. Повышение коснется получателей накопительной пенсии, участников программы государственного софинансирования пенсионных начислений, а также других граждан, формировавших пенсионные накопления. Согласно законодательству, ежегодный перерасчет проводится при наличии положительного инвестиционного дохода за прошлый год. Накопительные пенсии в этом году будут увеличены на 17,3%. Такой коэффициент определен с учетом результатов инвестирования в пенсионные накопления за прошедший год. Перерасчет будет произведен отделением Социального фонда России в автоматическом режиме, поэтому получателям не потребуется обращаться в клиентские службы фонда или подавать какие-либо заявления. Большинство жителей Чеченской Республики получают выплаты за счет средств пенсионных накоплений одновременно с пенсией по старости. Белые гисарские овцы и калахарские красные козы – породы редкие для наших мест, но именно их фермер Арби Амирханов успешно выращивает и развивает в своем хозяйстве. Он доказывает, что животноводство в республике может быть по-настоящему уникальным. О том, как удается поддерживать такое разнообразие поголовья, в репортаже Лейлы Муртазовой. Время здесь будто остановилось. Каждая вещь хранит свою историю. Комнату возвращают на десятки лет назад. Этот дом достался Арби Амирханову от деда. Он не избавился от жилья, а сохранил в нем все таким, каким помнит с детства. В этом доме сохранились все игрушки моих братьев, мои игрушки, на чем мы играли, мечтали в детстве. Для сравнения нашим сегодняшней молодежи, я всегда мечтал заиметь
вот этот романтик-магнитофон, чтобы его купить. Я, наверное, не меньше 2-3 года у себя в огороде выращивал чеснок. И эти собранные деньги, часть ушло на покупку одежды в школу, а остальные мы собирали, купили вот этот магнитофон. Старинная посуда, предметы быта, традиционная одежда, книги чеченских поэтов. Все напоминает о людях, создававших историю своего народа. Теперь это музей, который могут посетить люди, чтобы обогатиться. Наши кавказцы отличались формой одежды, головного убора и оружием отличались. Головной убор пропорциями, то есть у черкесов пропорция в обратную сторону, у чеченцев в другую сторону. По головному убору можно было отличить статус человека, возраст человека. Одновременно возраст, если молодой, у него большая шапка, значит его роду нет старше его. И, допустим, в другом регионе Северного Кавказа можно было отличить войнаха, любого войнаха по головному убору. Головной убор – это символ горца, символ настоящего мужчины. Но в прошлом жизнь Арби не ограничивается. Уже много лет он занимается разведением мелкорогатого скота и выводит собственные линии животных, скрещивая разные породы. Основное внимание уделено селекции белых гисарских овец. Они отличаются телосложением, крупным курдюком, светлой шерстью, благодаря чему она меньше нагревается на солнце и помогает животному легче переносить жару. По левой стороне у нас идет белые овцы, белые гисары или гехтары, как хочу их назвать, пока не определились. Вот этот производитель, привезенный из Афганистана, он привезенный из Афганистана, также путем скрещивания мы придаем им такие отличительные черты, либо уши, шея, курдюк, придаем индивидуальность. Вот следующее потомство будет горбоносость, длинные уши и курдюк. Вот из этих трех черты ДНК, то, что заложено, они выдадут. В хозяйстве более 300 овцематок. Каждое новое поколение животных – результат многолетней селекционной работы. Главная цель – получить породу, которая будет не только крупной, но и максимально приспособленной к местному климату и пастбищам. Профессия избранная, есть профессия генетическая. Мне кажется, что это у меня в генах заложено ведением овцеводства, потому что без образования, без предварительной учебы, как своей профессии строительства, как только я начал заниматься, изучать овцеводство, настолько я полюбил больше, чем свою основную профессию, изучил и люблю вот это овцеводство. И уже 14 лет занимаюсь изучением и разведением овцеводства, козоводства. Параллельно здесь ведут работы по скрещиванию кавказских горных коз с породой Калахари Ред. Главная задача – получить крепких и продуктивных животных. Помимо этого, на ферме содержится поголовье бурских коз, которые считаются редкой породой и являются настоящими украшениями хозяйства. Это Калахари Ред, привезенный из Австралии. Вот путем скрещивания мы получаем от них породу, уже адаптированную нашим травостоем, нашим горной местности, адаптированную получаем породу. Допустим, вот порода. Это сын Балу. Сын Балу, он сейчас в горах находится, Балу. Очень похож на отца. Это уже прошлогодний, годовалый козел. Он будет массивный и больше бессоциальное направление. У них больше жирность больше. Большое значение уделяется в переработке мяса. Оно хранится в специальном оборудованном помещении и проходит не один процесс, прежде чем попасть на стол. Но именно эти процедуры влияют на качество вкуса. Особая часть – курдюк, который считается ценным продуктом. Он богат полезными веществами. Это помещение по созреванию мяса. Многие это не знают, что это такое даже. Специалисты кушают мясо, кто понимает это, только после созревания. То есть созревание 2 недели плюс 3 градусов. Надо держать его в холодное помещение, в холодильное помещение. Оттуда выпариваются все вредные вещества и лишние запахи уходят. Вот, это мясо бывает самое наивкуснейшее мясо. Еще одно место силы – озеро. Оно тоже создано руками нашего героя. Эта территория не только часть хозяйства, но и отдыха, где природа и труд человека дополняют друг друга.
На территории хозяйства действует целое озеро, где содержатся журавли, гуси, лебеди. Для птиц здесь есть все условия, включая плавающие домики, что обеспечивает им свободное и естественное содержание. Достаточно одного зова, чтобы птицы отвлекались на знакомый голос и подплывали к берегу. Вот смотрите, у нас вон там навесик, видите? Это как бы капкан. Мы осенью ловим там дикие утки, лебеди, подкармливаем. Когда уже обледенеется озеро, мы там ловим их, отрезаем крылья. И у нас там есть птичник. На зиму мы их кормим, весной уже выпускаем их сюда. Они уже как бы становятся домашними. Основное здесь толстолобик, зеркальный карп. И для пробы я забросил осетрину, так как эта вода идет из горной реки Гихи. На 4 километра мы проделали канал. Есть отток, приток. Поэтому глубина соответствующая. Здесь неплохо адаптировался осетрина. Но сельское хозяйство – лишь одна из граней его жизни. По профессии Арби – строитель. За долгие годы работы он реализовал крупные проекты в Чеченской Республике. И хотя сегодня большую часть времени посвящается разведению овец, строительство по-прежнему занимает особое место в его жизни. После армии я в 1988 году поступил в Гродненский нефтяной институт. Вот. После получения образования строителя я... Почему строительное направление? Так как у меня отец и дяди все были строители. Отец был заслуженный строитель Оренбургской области. Вот. А также я тоже, живя в Москве, работал в Москве и получил звание заслуженный строитель Московской области. Один из крупных проектов, которые мы построили в горах. Мы совместными усилиями проектировали и выполнили проект Шамсудин-Гала. В горах Шамсудин-Гала там связана наша прошлая история и связаны все наши в строительстве конструктивные решения, дизайнерские решения. Он спроектировал собственный дом. Каждый уголок в нем имеет свою историю и отсылку на прошлое нашего народа. Отличительная черта его проектов – это то, что они реализуются в традиционном стиле, сохраняя национальный колорит. Нам нельзя забывать свое прошлое, свои исторические моменты, как мы принимали гостей, как мы жили, быть нашего народа, чтобы сохранить дичь, природу. Вот этим тоже надо воспитать. У нас в горах были олени, благодаря нашему президенту Рамзану Ахматовичу Кадырову. Единственное, на Кавказе в горах сегодня питаются благородные олени, пятнистые олени. Они их выпустили в горах, я этим горжусь. Его беззаветная преданность своему делу, трудолюбие и человеческие качества смогли принести пользу в двух важных региональных отраслях. Живет вот той жизнью, которая наполнена таким духовным разнообразием, духовным высоким содержанием, в том числе и религиозным, и духовной культуры нашего народа. И человек, который на деле реализовывает все свои замыслы, и Бог, Аллах, ему дает силы, средства и возможность их реализовывать. Очень много проектов, которые он реализовал. Из его жизни один эпизод. Он был очень маленьким. Дома у них делали ремонт, накаты, такие, как в моде у нас были. Эти приезжие мастера не пускали никого, взрослых, чтобы те не подсмотрели технологию, секреты свои. А маленького мальчика пускали. Он смотрел, высматривал. И чуть повзрослел еще в школе. Эти же работы начал выполнять, пробовать. Он убежден, будущее народа невозможно без уважения к его прошлому. Именно поэтому Арби бережно хранит традиции, обычаи и историю, стараясь внести в их сохранение свой посильный вклад. Лейла Муртазова, Магомед Басаев, Бекан Эбиев. Вести, Чеченская Республика. 50 воспитанников Гродненского медресе Солихин получили свидетельство об окончании обучения. За время учебы они изучили правила чтения Корана, имена Аллаха, молитвы и истории пророков. Гости поздравили воспитанников, подчеркнув важность исламских знаний в духовном развитии молодежи. Все подробности в репортаже моего коллеги. Первый выпуск воспитанников медресе Ас-Солихин собрал родителей, представителей духовенства и почетных гостей. За год работы учебное заведение стало местом, где жители Грозного разных возрастов получают знания и приобщаются к духовным ценностам.
В этот день дипломы и сертификаты получили около 50 выпускников. Среди них дети в возрасте от 3 до 8 лет, а также взрослые воспитанники старше 15 лет, для которых обучение стало важным этапом на пути к изучению основ исламской религии. Сегодня был выпускной, что директор мне дал грамоту. Учебный процесс в медресе организован с учетом возраста учащихся. Самые маленькие воспитанники в игровой форме изучают имена Всевышнего Аллаха, арабский алфавит, цифры, дуа и знакомство с историями пророков. Для взрослых предусмотрены занятия по таджвиду, правилам правильного чтения Корана. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. За первый год работы медресе ас-Салихин стало еще одним примером того, как духовное образование способствует воспитанию подрастающего поколения и объединяет людей разных возрастов вокруг традиционных нравственных ценностей. Ровно год назад медресе ас-Салихин открыла свои двери для первых воспитанников. Здесь проходит первый выпуск, событие, которое стало особенным не только для самого учебного заведения, но и для десятков семей, доверивших ему духовное и нравственное воспитание своих детей. Дэни Хамидов, Алисхан Кацулов, Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах.